Всем привет, с вами Юрий Большаков, и у нас начинается выпуск о походе и рыбалке в Якутии, самом холодном точке нашей планеты, в полюс холода. Это в Аймяконском улусе. Будем рыбачить, охотиться. Сегодня конец августа, поэтому будет тепло. И мы поехали встречать нашего гостя Крапивина Игоря. Это учредитель компании Новотекс города Екатеринбурга. У него есть торговые марки, как вот Грейлин, Прайд, 7,62, там Квест. И будем тестировать его костюмы охотничьи, покажем Якутию и посмотрим, выдержит ли он наш суровый край. Можно на выходные прилетать на охоту. Завтра утром с аэропорта Маган у нас рейсовый вылет до Аймякана, поселок Томтор. Полетим, ребята, на озере Лабынкыр. Мифология ходит, чудовище есть озерное. Поймаем его. Круто, конечно. Посмотри, вот как сделали эти трофеи к нам предоставил охотничий клуб Сонор, старостин Спиридонович. Он по всему миру ездит, охотится, и вот предоставил трофеи. Горная охота — это совсем другая история. И у нас наш магазин именно ассоциируется горной охотой. Да? Вот, рисунки гор. Каждый человек, когда в магазин заходит, должен почувствовать энергетику, атмосферу, охоту. Именно то чувство мы хотим передать. Молодцы, да. Круто все сделано. Люди здесь бесплатно играют Энергетика такая здесь положительная, конечно. Да. Энергетика положительная именно охоты. Вот. Да, гигантский лос, конечно. Это у нас 600 килограмм. Колымский лос. лос. Так, давай. Доброе утро. У него тут другая мама была. природа, конечно, здесь очень девственная. Вода вообще
вкуса, который нельзя даже описать. Ну, тишина, полная тишина. Только звуки от природы. Полный кайф. Мы доехали до озера Лабынкыр и вот едем, ну, присмотреться, озеро посмотрим, там речки посмотрим. А может найдем этот лабынгырское чудовище? Ну, чудовище, и тоже попытаемся увидеть. Поедем, посмотрим окрестности. Ребятам покажу озеро. Как ознакомительный тур получается, да? Мгм. А то я, короче, с утра-то, когда мы поехали, где-то мы поехали в машине. Вот готовимся. У нас первый день. Рыбалка на озере Лабынкыр. Это у меня спиннинг и катушка с российского производства Волжанка. Тест у него 10-30. Модель называется Метеор. Плетенка своя. Торговая марка Мунха. Четырехжильная. 150 метров. Так, ну вот у нас прошел еще один день на якутской земле. Заправляем термоса. Идем на охоту, на рыбалку с ребятами. Воздух, конечно, здесь чистейший. Невозможно даже надышаться им. И вода, которую невозможно напиться. Тишина. Особенно по утрам и вечерам идеальная тишина. Вчера вечером прилетели на основную базу. И сегодня вот с утра начинаем рыбачить. На всякий случай взяли ружье. А вдруг медведь. И вот с моим дорогим гостем начинаем рыбачить. Это у нас первая рыбка. Хариус. Обычно тас суракка балыкты хиджан билеснан хамнары таска иннан халлагана кердок буллагана иннан хабыды наны кырдыкынан бара резко мискачи тардаган ачугана сорова келе. Вот моя вторая рыбка. Это ленок. Где-то 1,5-2 килограмма. Блесна опять застряла. Иннен халбы блеснан симбит келді. Это маленький лайфхак. Если блесна застряла в камень, нужно леску взять и резко дернуть. Если не получается, то нужно на разные места попробовать.
и там налево, и на правой стороне. Ну, возможность все равно есть. Вот. 2 раза застряла на камень, и вот я забрал его. Сломал кончик спиннинга. 14 граммов. Попробуем это. Оу. Вот и уловчик. Игорь сварил уху. Рецепт какой, Игорь? Рыба и вода. Да. Где-то прошлись километров 5. Озеро славится большими экземплярами щук. Ну, посмотрим. Будем рыбачить. Молодец. Той mau kawan dah. Kau nak tentang. Ласки. Saat aku пустую jauh tak. Я впервые вижу, как собака охотится на утку. То есть без всяких помощи добыла утку. Интересная была, короче, сейчас рыбалка. Просто как на летнюю удочку. Кидаю под берег, окунь хапает. Давай, давай. Вот. Jabo, katuska tahu, pingin tahu. Меня ходили на братки, идем. Щукет спар. О, подуто. Окунь тоже. Опа! Малыш.
Подарки компании Новотекс от Юры Большакова. Спасибо. Померите, сейчас прямо можете одеть, померить. Когда начали собираться, поняли, что вещей и снаряжения оказалось слишком много. Было принято решение выполнить 2 рейса. Первым рейсом отправились оператор Арсен, гость Игорь, дети и жены оленеводов. Вторым рейсом вертолет забрал меня, наше снаряжение, а также продукты питания оленеводов, которые помогут им пережить зиму. Здесь поищем, потом здесь поищем. По этому раскладочку. Это проще. Сахатову здесь будем искать. Речки. Не бегут, а это оборачиваются туда, где выстрел. Ну, стараются туда и бежать. Но если тебя увидят, то уже, не знаю, если повезет, убьешь. Если не повезет, то убегать самому только. Медведи, да? Да, от медведей. Есть много таких. Вон там есть, вон в том распадке, там 3 штуки было. Там 2 стреляли, одного взяли, а другой уже хотел на нас пойти. Ну вот помогли собаки. Просто не боятся, людей еще ни разу не видели. Вот здесь вот он стрелял. Здесь, возле дома, вот здесь ходили. Один. Ага. 1 или 2? А, 2. Один там, один там. Прямо здесь до платка шел. Наглый шел, не боялся ж. Собака держала, не боится. Одного вот здесь убили, здесь метров 700 отсюда, вот там. Ну, опасные, да? Не том, что они опасны, просто почему-то не боятся людей. Первый раз видит? Первый раз людей видят. Прилетев на стадо и собравшись вместе, мы взяли проводников и вылетели дальше, в ход хозяйства Артемида в Усмайском районе. Во время нашей поездки я начал чувствовать плохо, начало болеть горло, знобить. Я не хотел подвести ребят и ставить под угрозу нашу замечательную поездку. Приехали на положенное место, время 2 часа дня, установили палатку, разбили базу и сейчас будем рыбачить, и ребята тоже на разведку пойдут, и завтра с утра на рассвету пойдем искать баранов. Ага. Потом это одинаково.
Пока рыбы нету. Обычно она приходит к 20 числу. Сейчас пока еще нету. Но скоро появится, наверное. О, вот. О. О, это что? О, бля, ни хрена себе. Какая рыба? Мальма. Охотский голец. Или морской Вау. голец. Я кидану, да? И отпускаем. Зачем? 2. 215. Это сырой кушаешь? Сырым. Ну? Не. Уже заебательская. Да, попробуй. Сын попробуй. Мы уже ловили вот такую рыбу. Здесь прямо здесь стояли? А? Нет. Ни одну не пойму. Сегодня 4-й день нашей поездки. 2 дня мы рыбачили на озере Лабынкыр. И вот вчера прилетели в горах. Уже с сегодняшнего дня начнем охоту на снежного барана Чубуку. Ночью было относительно тепло, но ночью над нами что-то пролетело. Какой-то шум был большого птицы или, ну, ребята говорят, что это и на самолета был похож, или на стаи утки, или, ну, что это, не знаем, но шум был такой большой, что это некоторые ребята, ну, побоялись. Ну, это, я думаю, что это дух земли, дух горы. Тем самым он нас проверяет, кто мы, что мы. Ну, выдвигаемся на охоту. Это наш спринт новый. Прошлись где-то километров 5. Сейчас пойдем в ту сторону, где большая распадина. Там снизу пойдем. Снизу идем наверх. И здесь мы наверху заметили медведя. Там двоих снежных баранов Чубуку увидели. Но они были далеко. И вот здесь вороны летали
наверху у нас медведь ходит, из-за этого он все выше, выше и поднимается. Привал здесь сделаем, чайку попьем, пообедаем и поднимемся в гору. Пока они там покушают, баран один не ходит. Это по-любому охранник. Охранник все выше и выше поднимается, смотрит. Внизу, наверное, там кушают остальные. Ну, посмотрим. Витамины. В одном волчьем, давай. К нему пойдем. А вечером бы стал. А хату бы сам бы вышел. Его я. Не знаю как. За одним бараном гнались, и он нас заметил, и вот на второй пик ушел. А потом, оказывается, здесь 4 или 5 тоже баран, и тоже наверху побежали. Не успели среагировать. Ну, расстояние где-то 500 метров. Вот такие дела. Сейчас поднимемся на тот пик и спустимся. И уже потом домой. Хая. За один день второй пик горы устал. Но зато выздоровлю. Обидно. 434 метров. Угол минус 10. Но там мешает камень. Это баран. Его собачка только на барана охотится. Terus Есть. Есть, да? А, попадание есть. Гляди. Еще, да? Еще? Еще, Он да? раненый. Ага, раненый стоит. О, сверху. О, О, готовый. готовый, да. Сейчас пойдет. О, умер. Во!
Я упал, да? Ага. Спасибо, Бога. Заработали. Ну, Ну что, сегодня охота удалась. Сегодня был первый день, и мы добыли снежного барана. Сегодня 6 утра мы с базы пошли в горы, и где-то в обед 2 часа барана заметили. И за ним шли. Сперва первую гору поднялись. Первая гора была самый пик 2200 над уровнем моря. Сложно было, потому что я сегодня с утра очень плохо себя чувствовал, кашлял. И потом, после первого покорения, на второй пошли. На вторую гору пошли, поднялись, хотели выстрелить. Расстояние было 400 метров, но упустили. Пришлось идти еще подняться в третью гору. Поднялись, а там собаки лают. Оказывается, они остановили. Баран стоял в самом краю. Добыл с расстояния 300 метров. Угол плюс 20. Первого выстрела сразу попал. Потом добил второй выстрел. И она упала. Спасибо организаторам охоты, особенно Вове. Они очень хорошие, смелые ребята. Северные люди, они такие. И спасибо вам, что смотрели наш фильм. До скорой встречи. Давай. Ага. Вот, О. посмотрите, это добыл Игорь, добыл свой трофей. Поздравляем. Сегодня прошлись 20 километров. А расстояние было 500 метров, угол минус 4. Из 7 выстрела Игорь попал 3 раза же, да? Ага. И вот, поздравляю, Игорь, с первым трофеем. И что у нас погостил. какие ощущения? Полный кайф. Ага.